Но сейчас мы вновь возвращаемся к судьбе гражданина Молдовы Тудора Чебан. В своих прошлых выпусках мы рассказывали про инвалида первой группы, который проживает в Якутске без надлежащих документов. Сегодня Управление по вопросам миграции МВД по Якутии сообщило нашему корреспонденту, что мужчина имеет шанс получить гражданство Российской Федерации. Для этого ему осталось сдать ряд требуемых документов. Все подробности в материале Ульяны Шагиной. Судьба гражданина Молдовии в ноябре этого года взбудоражила души многих якутян. Тяжелые жизненные условия, в которых приходится выживать инвалиду первой группы Тудору Чебану, никого не оставило равнодушной. Мне не надо на том свете гражданства. Мне на этом свете нужен гражданство. В том, что я хочу жить в той стране, которой я люблю ее. Я ничего ни в чем не виноват перед ней. Я хочу тут жить. И вот в это помогите мне, пожалуйста, если можете. Тудор Чебан живет, а точнее выживает в своем маленьком деревянном домике в дачном поселке Таежный на Намцирском тракте с 2005 года. Еще осенью у него отключили электроэнергию. С наступлением настоящих холодов человеку с инвалидностью стало еще труднее поддерживать жизнь в таких условиях. Я же плачу, у меня все квитанции есть, оплачены. Нету никакой, даже в плюс на 200 киловатт я заплатил. Ноги Тудора ампутировали еще в прошлом году. С тех пор добиваться какой-то правды от государства стало еще сложнее. Тем не менее, он не сдается. Сегодня его единственное желание – получить гражданство Российской Федерации, чтобы чувствовать себя полноценным гражданином общества. На прошлой неделе он с трудом дошел до Республиканского управления по вопросам миграции МВД, но опять получил отрицательный ответ. Мне сказали, что мне хотят аннулировать мое вид на жительство и типа выселить отсюда с территории Российской Федерации. Как объяснили нам в Управлении по вопросам миграции, сегодня, чтобы получить бессрочный вид на жительство в России, от него требуется документ, подтверждающий изменение установочных данных, а также квитанция об уплаченных штрафах. Да, это все зависит от него. Да, это все зависит от него, потому что он должен обратиться в консульское учреждение Республики Молдовы, да, либо же самому обратиться именно в полномочные органы Республики Молдова на территории Республики Молдова, да, и запросить таковые документы. Это обязанности иностранного гражданина. Вся загвоздка в том, что в 2010 году Тудор съездил на родину за новым паспортом, в котором отчество по измененным стандартам попросту отсутствует. И как решить эту бюрократическую проволочку, Тудор просто не знает. На этой неделе он снова приглашен в миграционное управление. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск.